Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Я хотел задать Нестере. Почему тут ты, получается, ты же чеченец, раньше, наверное, мусульманином был, я так понимаю, Да, да? да, конечно. У кого-то Ага. телевизор там. А скажи тогда, я понял, да, вот ты веришь вообще в Всевышний, то, что существует? Да, конечно. Веришь, да? А скажи мне, а Всевышний нам, вот людей, для чего он создал, как ты думаешь? Вот ты к какому пришел мнению? Чтобы мы жили. То есть жили просто без какого-либо смысла, правильно? Ну, смысл я божественный не знаю, я с Богом не знаком, с ним не разговаривал. И он мне не говорил, по какому смыслу он нас создавал. Я полагаю, по моему мнению, он создал нас из чистого альтруизма и чистой любви. Чтобы мы существовали, жили. Это лично твое мнение, правильно? Да, конечно. Ты же у меня спрашиваешь. А скажи мне, да, я правильно ты говоришь, да, твое мнение, я понял. А вот разве, допустим, тот, который создает для чего-либо, он создает это просто так, чтобы для альтруизма, как ты сказал? Или он нам должен, наверное, сообщить как-то, или через кого-то, для чего мы созданы? Проблема в том, что я не верю в Потому Бога, которого ты сравниваешь с нашим узким Ладно, мышлением. это понятно. Я понимаю, хорошо, ладно, это Да, понятно. мы не знаем, Скажи, что может Бог, что не может Бог. Я лично да, не знаю. вот смотри, если, допустим, взять вот так, у каждой вещи есть свое предназначение, правильно? Как ты думаешь? Предназначение? Ну, не знаю. Да. Например, у камня какое у него предназначение? Ну, камень для того, чтобы, допустим, существовала как бы земля, мы по ней ходили, камни, они тоже нужны для того, чтобы, допустим, делать дома какие-то, еще что-то. Вот, допустим, есть пчелы, да, у них конкретно есть задача, это опылять, потом собирать мед. То есть у них заложена это уже, получается, программа. Правильно? Пчелы, я не думаю, что... Насчет пчел я Не, не подожди. знаю. Я Хорошо, слышал вот там теперь что-то о смотри. пчелах, что они никакой... Ну, не знаю, короче, может быть, да, есть у них что-то. Да, потом бобры, допустим, они рождаются, И они уже сразу все делают, да. всё остальное. Правильно? Не И вот как вмешивайся, ты думаешь? пожалуйста, выключи свой микрофон. Да, пусть не лезет, да. Вот смотри, если, допустим, Бог создает что-то, да, и как ты думаешь, вот если он просто создал, и для этого нету никакого смысла, то есть, получается, бессмыслица получается, правильно? Мы живем просто ради того, чтобы жить и все. Так к этому мнению пришел, получается. Нет, я пришел к мнению, что в этом мире мы этого не познаем. И Мгм. единственное, что у нас остается, концентрироваться на этом мире и развиваться, чтобы не превратиться в египтян, которые все свои ресурсы направили на могилу, на загробный мир, строили пирамиды, а пирамида это могила. То есть вся их философия, она была перевешена в сторону загробного мира, после чего они полностью отстали, а те, кто концентрировались, например, язычники римляне, которые концентрировались в этом мире, они пришли, развились, пришли и просто без боя захватили их. Так что я пришел к мнению по опыту, что если Бог нас здесь поселил, и никакого смысла нам не дал, никакого источника нам не дал, где Он говорит и рассказывает, что Он дал смысл, раз мы не имеем никаких доказательств и письма или сообщений от Него, то выходит по логике и по опыту Он нас здесь оставил на наше усмотрение.
И поэтому надо выживать и жить, и развиваться, и концентрироваться на Да, этом вот мире. то А после... Kuomiyat Bizarro, Bizarro, Balad. Och Småtjobaba, Bintu, Bizarro, Balad. Ha oli Опыт. tuohon, ha börsesti homoja elää Vilnius и вокзала Ола. Поэтому, как бы, поскольку мы не имеем никакого сообщения от него, на нас остается только концентрироваться в этом мире и жить в этом мире. А как только мы покинем этот мир, мы узнаем, что там дальше. И все, что предложит мне мой Бог, что бы там ни было, я это приму, я полностью доверяю Богу. Ну смотри, если, допустим, что-то человек создает, он в любом случае, даже телефон, там, телевизор, у каждой вещи есть свое предназначение. Ну, допустим, и к нему есть инструкция. Мы, Хорошо, допустим, сами камень не знает, сможем. что у него есть предназначение. Определенное предназначение для камня тоже имеется. Нет, камень сам знает, что у него есть предназначение. Да, не камень сам знает, а тот, кто его создал, Вот и он все. знает, что- Человек точно так же имеет, возможно, предназначение, но человек этого не знает и не узнает. Ты считаешь, что Бог просто нас создал, и мы просто вот существуем, и ничего не делаем, просто вот сами там что-то там надумали себе, и все. Если Бог создает, ты то, наверное, для думаешь чего? иначе? Я, конечно, думаю, что есть смысл, допустим, это высшая сила, ну, это Бог, это высшая сила, да? Если Он создает, я считаю, что это не может Он просто создать нас и бросить вот так вот. Понимаешь ты? То есть, И поэтому- то есть у тебя есть Мгм. какое-то сообщение от него, правильно? Конечно, да. Какое? Ну, соответственно, самое вот, которое достоверное сообщение, это Коран, это инструкция, как нам жить, что нам делать, и там конкретно сообщено, как можно отличить плохого от хорошего и так далее. Нет, абсолютно это там не обозначено. Это первое, там никакой добра, морали, ничего нету. То есть ты Верно. утверждаешь, что у тебя есть книга от Бога, Да, это инструкция. которая, Да. инструкция от Бога, в которой тебе Бог, Создатель, через которую тебе сообщил предназначение человека, правильно? Сообщил, да, через пророка Да, и Мухаммада, каково, саллаллаху и каково это предназначение и смысл нашего существования по этому сообщению? Предназначение, да, ну, это, во-первых, самое главное, основная, так скажем, то, что мы вообще для чего были созданы, это лишь только для поклонения к Всевышнему Аллаху, из-за которой потом будет награда соответствующая, вечная жизнь в раю. Вот. Для поклонения чего? Очень для Чему? поклонения Аллаху, Всевышнему. То есть Ему он же, был не который его самодостаточный, правильно? Нет, почему? Это его, получается, смысл, он в это Нет, заложил. если... как нам молиться, как нам что нам делать. я понимаю, Почему я не? понимаю. Это в твоем сообщении якобы от Бога, которое не имеет никакого доказательства, что оно от Бога, Ну, у сказано, тебя есть какие-то другие доказательства? что наше предназначение это поклоняться Богу. То есть, выходит, Да. Бог был не самодостаточен. Ему нужны были муравьи, чтобы они поклонялись ему как средние, там, из каменного века персидскому царю и падали ему в ноги. Это и есть, по Утрируешь твоему сейчас. мнению, это, нет, я не утрирую, это так и есть. Он сам просит, он сам говорит, если бы вы не грешили, Ну, то есть если бы вы не были бы какими-то ублюдками, которые всякой дичью занимаются, я вас уничтожил бы. Однако мне нравится, когда вы грешите, а потом умоляете у меня о прощении. То есть твой Бог, который прислал тебе это сообщение, является Богом не самодостаточным, которому были необходимы те, кто будут ему поклоняться. Я правильно тебя понял? нет, неправильно. Бог создал людей, и Он конкретно нам указал, то, что мы должны молиться, то, Не, что Он нам мы должны ничего Ему не поклоняться. Не, он нам ничего не Ну, указал. это вот, конечно, тебе это не указал, а более, наверное, процентов так, Хорошо, тогда докажи. Хорошо, тогда покажи мне, что... 30%. Хорошо, людей верят в это. хорошо. Это сообщение, что от Бога. Докажи мне, я жду. Да. Я тоже что она могу от сейчас Бога? написать, что да, Бог, Хорошо. ваш Давай. Творец хочет, чтобы вы Хорошо. целыми днями Давай. стояли раком.
Это Мне, любой может вот написать. давай не будем, знаешь, оскорблять не будем, мы же с тобой на Это не нормальной ноте оскорбление, это разговариваем. просто поза. У раков такое есть. Животное, у него поза есть такая. Ну, все равно ты выражаешься некрасиво. Вот смотри, Хорошо. если ты говоришь, да, допустим, какое, допустим, есть такое откровение, вот, допустим, Коран. Вот и сам Коран, в Коране написано, я вам бросаю вызов, если вы можете подобное создать, такое же, пусть создадут. И вот уже сколько лет подобного ничего, как Коран, не было Подобного в создано. каком смысле? В бредовости? Ну, именно... Нет, давай так смотри, вот ты сейчас вопрос Бессмысленности? задаешь. Нет, давай ты вопрос задаешь, вот вопрос задаешь. В В чем, да? неимении логической цепочки в рассказах, Уникальность начало, Корана, следствие, причины, окончание, вывода. Такого бредовости имеешь в виду, подобного ничего не создано? Коран читал, чтобы делать выводы? Конечно, читал. А ты читал? На арабском? Ты на арабском читал его? И на арабском, и не на французском, на китайском, на всех языках. Ну вот смотри, если, допустим, брать на Подобного в арабском, чем? подобно именно как он написан. Понимаешь ты, как он написан? Стилистика этого Корана. То есть такого Какая подобного нету. Ну, по смыслу, по всему, как он передается. Там нету вообще такой никакого стилистики смысла, нету. потому что там нету смысла, написано тысячи и тысячи толкований, потому что там нету смысла. Чтобы вывести оттуда какой-то смысл и придать этой книге смысл, потому что это бессмысленный бред. Коран — это бессмысленный бред. И чтобы он как-то стал осмысленным, люди написали тысячи толкований. Ага. Но получается так, получается, твое мнение, ты вот Это не свое, у мое тебя есть свое мнение. мнение. Это не мое Не-не-не, мнение. подожди. Я Это не про не это, мнение. я не про это. Это то, что Я есть. говорю о том, что ты говоришь о том, что вот Бог тебя просто создал и бросил тебя. Вот так вот, просто кинул Это тебя на есть землю, факт. и ты там Да, сам это находишь факт. смысл. Да, все мы там находимся. Но некоторые некоторые берут, например, дети, комиксы о Спайдермене и придают себе смысл о мультивселенной, о паутине, которая из руки бьет там, и так далее. Да. А по факту, Каждый если трезво находит посмотреть, смысл. если трезво посмотреть, то от Бога лично сообщение и инструкции, в котором он ясно выразился бы, что такого-то, такого-то и предназначение человека, его нету. Это факт. Это не факт. Вот как раз Это таки факт. факт, то, что Это через факт еще пророков- раз. через Еще пророков раз. Каких передавалось. пророков? Ну, посылалось много пророков. Первый это Хорошо, пророк был, назови мне пророка, который был послан к индейцам. А во все времена посылались пророки. Ну, Назови люди, мне которые- пророка, не надо мне режим проповедника Давай включать, я просто тебе назови мне пророка, Хорошо, я который тебе был могу. послан к индейцам от твоего того бога, который всю историю сюсюкался с одними евреями. Это что за бог, которому Нет, было нет, наплевать на весь мир, кроме евреев? Ну, ты просто Покажи знаешь, мне так утрируешь. Я книгу, тебе так покажи скажу. мне Людей, книгу, покажи мне которые- Писание, покажи мне пророка, Ты не перебивай, индейца, давай я которого... отвечу. Ты вопрос дослушай до конца. Покажи мне книгу, Ну, Писание, ты сказал. где Бог этот, который обратился к евреям и к одному еще арабу, пусть арабов тоже добавим туда. Твой Бог, которого ты сейчас мне предлагаешь здесь, это Бог, который дал сообщение тебе якобы предлагаю. людям. Но по факту он давал сообщения и инструкции, где он выражается и рассказывает о его предназначении, о человеческом предназначении. Он обращался только к евреям. С момента сотворения мира, первого человека, и до Так. 7 века этот Бог обращался только к евреям. Потом он обратился также и к арабу. Покажи мне на этой Вопрос. земле одно место, где этот Бог точно так же обращался к людям. Покажи мне. Я не понимаю, почему ты этот вопрос так долго раскручиваешь. Это я понял уже вопрос сразу с первого глаза. Ну смотри, в каждый, вот ты говоришь, что индейцам не посылался Бог. А ты откуда знаешь, что он пророк не посылался индейцам? А с Еще чего раз ты взял? вопрос повторяю. Еще раз. Последний раз повторяю. Ты либо на него отвечаешь, либо мы переходим на следующее
закрепившись на том, что твое утверждение, что Бог посылал пророков людям и дал инструкцию, он абсурден, мы переходим на следующий. Еще раз вопрос. Покажи мне Ну, давай, Писание и пророка, который послан к индейцам. Я слушаю. Во все времена пророков посылали людям. Если люди отходили Ты куда-то, вопрос не перемещались, Ты я вопрос тебе не еще раз слышал? объясняю. Эти люди, эти индейцы, Мне они не надо режим могли проповедника арабского включать. они могли Еще раз. просто Вопрос. перейти Еще на другую раз территорию, повторяю переселиться. вопрос. Покажи понимаешь, что мне я пророка, который послан хорошо, к чукчам, хорошо, к папуасам. Покажи мне его. Покажи мне Писание, Хорошо. которое дано папуасам в Папуа-Новой Гвинеи, у которых даже нету понятия Бог. Они голыми по лесам бегают, и у них только вопрос выживания, еды. Они даже, когда ты идешь к ним, когда христиане, проповедники туда едут и начинают говорить им про Бога, они его режут и кушают. Покажи мне пророка, который Хорошо. к ним послан. Покажи мне Писание, которое послано хоть к одному народу в этом во всем большом Ты мире, понимаешь, кроме что евреев, люди кроме на евреев земле и путешествуют? арабов. Ты понимаешь? Покажи мне одно место. Я слушаю. А что ты повышаешь голос? Ты как будто не вывозишь. Я тебе Потому просто что ты объясняю, вопрос не что слышишь. люди... Я тебе объясняю, что люди — это такие существа, которые меняют свою дислокацию, где они находятся. Допустим, они были в одном месте, потом они переселились туда, отошли от религии, и там они остались. и дальше они там остались. Если тебя правильно Такое понял, допускаешь? то если я тебя правильно понял, то людей, кроме как на территории Израиля и Саудовской Аравии, на земле не Почему существовало. нет? Нет, почему нет? Если она доходила, это есть. Она Индейцы доходила вообще. 100 тысяч лет живут за океаном. Там 1500 лет назад только туда европейцы с нашего континента попали. А Покажи ты в мне курсе, что пророка. индейцы Ты вообще можешь верят в Бога? показать или нет? Просто говоришь, нет, я не могу показать. Не надо мне болтать. Можешь Подожди, показать мне индейцы верят в индейца, Бога. Ты в курсе пророка, вообще? индейца, пророка и Писание от твоего Бога, которого ты говоришь. Я слушаю. Послушай меня. Во все времена посылались пророки. У каждого была своя Хорошо, назови определенная мне задача, имя. определенная. Хорошо, назови мне имя И индейского индейцы, пророка. те же индейцы, они тоже были верующие. Тоже были верующие в свое Верующие в время. Но они солнце, да. отошли от религии. Как и ты отошел, в принципе. Как и С ты чего отошел это? вот сегодня от С чего религии. это И вдруг? даже... Ну ты отошел от религии. Ну ты Ты же сейчас сам просто говоришь, что ты болтаешь. отошел от религии. Ты сейчас просто болтаешь. Подожди, свое до мнение тебя, мне до тебя рассказываешь. дошла весть? До тебя дошла весть вообще? Ну ты отошел Нет, от нее. Нет, Видишь? до меня никакая Вот весть так не же и дошла. люди отсели. Ну подожди, ты слышал, что ты же говоришь, я был мусульманином, правильно? Потому что я Был ты родился, это мусульманин или зависело нет? от географии, потому что я родился на хорошо. чеченской земле, а не от того, что Да. ислам это истина. За счет Правильно. географии. Ну до тебя дошло же эта весть, то, что есть Нет, Бог, до что меня есть никакая пророк, весть что не есть дошла. Коран. Еще раз повторяю, до меня дошла туалетная бумага под названием Коран. Это никакая не весть от Бога. Полностью переполненная бредовыми и антинаучными высказываниями туалетная бумага. Вот и все. Ну, я понимаю то, что ты смелый сейчас в помещении сидишь, а вот когда вот, допустим, встретился бы ты с каким-нибудь другим чеченцем, ты бы так ему в лицо бы не сказал бы, согласись? Вот как Я мужчина, встречаюсь сказал бы ты каждый это день с ему или нет? чеченцами. Это четкое мое мнение. Я его Нет. скажу перед любым, Просто перед не надо экраном, оскорблять, перед если ты человеком. ведешь диалог. Это не оскорбление. Для меня Если это диалог, туалетная если бумага. ты- Для тебя Подожди. она какая-то священная А для- книга, потому что ты ее никогда не читал. Но для тебя, ну ты смотри, ты должен понимать, что ты оскорбляешь людей, и ты переходишь грань. Короче, Понимаешь, ты мне говоришь, типа, не За это умничать, можно, потому что просто у что... тебя могут, Хорошо, у тебя могут быть, возникнут какие-то проблемы. Это нельзя Хорошо. так выговаривать, даже если Хорошо, тебе это не хорошо. нравится. Босс, мы вот здесь сидим и слушаем тебя очень долго. Ты можешь хоть на один вопрос ответить здесь? Сколько может, тебя только слушает. Ты сидишь и Короче, перебиваешь. будет... Да, Ты да, говоришь про короче, всякие последний... священные Да, писания да, здесь. последний раз, давай я последний раз еще раз попытаюсь задать ему вопрос. А что Если попытайся? Я тебе уже все ответил. если включаешь режима проповедника, ты вылетаешь отсюда. Назови мне хоть одного Я не пророка режим и хоть проповедника не одно... включаю. Закрой свой, Это логический завали свою вопрос. хлеборезку и слушай вопрос. Последний раз Вот видишь, шанс ты тебе уже даю. не можешь. Последний шанс тебе даю. Все. Покажи мне хоть одного пророка и хоть одно писание,
до 7 века, которая не спослана хоть одному народу на земле, кроме евреев и арабов. Писание не всегда посылалось, была просто передача, допустим, через пророков определенных. Хорошо, назови допустим, мне одного пророка, даже понимание вообще такого понятия, как пророк или как посланник Божий, просто хоть понимание об этом. В одной точке на самом большом земном шаре, кроме Иудеи и Арабии. Они всегда посылались людям, пророки. Назови И имя, ты давались вопрос не слышишь. определенные Ты с головой не дружишь, что ли? имена, что ли, пророков? Да. Имена пророков ты имеешь в виду? Ну, первый это Адам, алейхиссалам. Потом, Адам, ты мне получается, называешь имя еще раз. Ты мне называешь имена из Ну. иудейской сказки. Оставь Почему иудейскую иудейская сказка? сказку, Это арабскую сказку Коран. Коран, Библию. А какую Это тебе все сказку еврейское и арабское. Откладываем его тебе какую? на полочку. Ну, Чуть-чуть давай тогда отодвигаем ты его. расскажи свою сказку. Возвращаемся. Чеченскую расскажи сказку. Завали свою хлеборезку и слушай. Возвращаемся на Хлеборезка 2000 у тебя. лет назад. Запомни. На 2000 лет назад, когда не было ни этой Библии, ни этого Корана. Вешался. Возвращаемся на 2000 лет назад и показывай мне хоть одно имя, хоть одну сказку, хоть одного пророка на всем большом земном шаре. Ты реально какой-то неадекватный. Вообще не опирайся на иудейскую сказку Тору, Библию и на арабскую сказку Коран. И давай расскажи мне про пророков, про их имена, про инструкции. Я слушаю. Ты вообще глупый человек. Если Бог посылал через Иудея, он мог посылать, допустим, это послание. Через другие какие-либо национальности. Ты вообще глупый человек, Через получается. другие назови мне, я жду. Я жду. То есть, Были если... Сирии, То есть, как мы поняли, были короче... Палестина Да, была. давай, короче, дуй отсюда, обезьяна. Короче, как мы поняли, сейчас, секунду, делаем вывод. Как мы поняли, данный смысл, божественная инструкция, которая о предназначении всего человечества рассказывается, как оказалось, это иудейская сказка. Больше нигде, ни в одном точке земного шара, тот Бог, еврейский, локальный, национальный Бог, никаких пророков не посылал и никакого источника, и никакого писания не дал. Из чего мы делаем логический вывод, что это локальный Бог иудеев, евреев, которому вы стали поклоняться. И который никому больше, кроме евреев, никаких писаний, никаких пророков не посылал. Я этому Богу поклоняться не собираюсь. Вообще-то маршал Делира, Маршал. ты выкинул меня, нет, да, маршал хотел с ним поговорить минут 5. Про помятки. Не, он всякие не будет программы. логически отвечать, он пришел свое навязывать, свой бред, и режим мне проповедника включать. Мне не интересно с ним говорить. Потому что человек, осознанно зная, что ни одного пророка на земле, ни одним индейцам, ни одному народу в мире не послано, и у них нету такого понимания, пытается все равно на этом съехать. Хотя он может просто сказать: «Свободнец, а да Аллах свободен, жива плушать». Хотя он мог просто сказать, что, такова мудрость Аллаха, которому мы поклоняемся. Вот он знал по своей мудрости, только иудеям их посылал. Все пророки иудеи, вся сказка иудейская. И никому другому он эту сказку не давал. Но вместо этого он берет вообще какой-то бред, которого даже нет в исламе, и начинает мне рассказывать, там, от религии индейцы отошли. Индейцы от никакой религии не отошли, они всю историю поклонялись солнцу и почитали солнце. И до сих пор этим занимаются, и никуда они не отошли.